Более 600 детей будут учиться в другой школе, а 112 исключат. Комиссия по вопросам зачисления перевода детей в столичные учебные заведения подводит итоги работы. Понимаете, что этот газ не нашей компании, это практически деньги, которые направляются в бюджет Российской Федерации, из которых платятся пенсии, пособия. Задолженность по газу – вопрос всегда актуальный. Об этом вновь говорилось на сходе жителей. Какова ситуация с платежами в Карабулаке? Первый рейс в 18 часов 21 числа в аэропорте Налогия. Вылет скоро, пока в Саудовской Аравии готовятся ко встрече паломников. В Ингушетии будущим хаджи дают последние инструкции. Информационное поле у нас, выпуск нашей сетки нашего вещания занимает почти около 4,5-5 часов времени. Большие успехи в небольшом возрасте национальная телерадиокомпания скоро отметит 4-ю годовщину. Чем живет телеканал? Там можно проводить даже соревнования такие международного класса. Бассейн, настольный теннис, бильярд – в общем, все, что приятно и полезно. В Насыр-Корте строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Самыми заметными событиями из жизни региона вас ознакомит информационная программа «Новости 24». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Ингульский филиал Ростелекома занял 3-е место в стране по росту выручки. Об этом сообщил руководитель регионального отделения акционерного общества Башир Хашигульгов на встрече с главой Ингушетии. Он отметил, что в результате эффективной работы в последнее время увеличены доходы филиала за счет пополнения абонентской базы и реализации ряда инвестиционных программ. Ингульский филиал провел оптоволоконные линии к построенным объектам, перинатальному центру, детской больнице, спортивному дворцу «Магаз», в том числе подключены организации, находящиеся в горной зоне: Джаратская районная больница, детский лагерь Эрзи. Он сообщил о завершении внедрения республиканского контента на телевидении Ростелекома. Сегодня традиционная встреча по подведению итогов работы за первое полугодие 2017 года. Я доложил главе о том, как развивается ситуация в нашем ингушском филиале ПАО «Ростелеком». И в том числе приятную новость о том, что 31 июля при подведении итогов за первое полугодие наш ингушский филиал занял 3-е место в числе десятки лучших филиалов нашей страны по росту выручки. Кроме того, наш филиал брал на себя ряд обязательств к 25-летию республики подключить достаточно большое количество медицинских, образовательных, культурно-спортивных организаций к широкополосному интернету. Мы выполнили свои обязательства, и в том числе 11 июля во время сдачи первых домов в прекрасном микрорайоне города на названии 105-й массив мы продемонстрировали и жителям, и руководству республики, руководству города о том, что в каждую квартиру этого микрорайона заведено широкополосный доступ к интернету. Наши жители теперь смогут получать удобный доступ к новому телевидению Ростелекома. Самое большое удобство мне заключается в том, что именно на нашей платформе можно на одном телевизоре одновременно смотреть оба ингушских канала. Это ГТРК Ингушетия и НТК Ингушетия. Кроме того, я доложил главе республики о событии, которое мы достаточно долгое время ждали. 4 августа этого года состоялось заседание управляющего комитета проекта по подключению больниц и поликлиник Российской Федерации к широкополосному интернету. По этому проекту, который создан по поручению президента Российской Федерации, планируется подключить к интернету около 14 тысяч лечебно-профилактических учреждений нашей страны.
В том числе эта программа будет распространяться и на нашу республику. Мы подали заявку на подключение 64 организаций нашей республики. Это достаточно большие инвестиции. Ну а самое главное, реализация этой программы существенно изменит лицо нашей современной медицины, приблизит высококлассных специалистов к нашим гражданам, которые находятся и живут в отдаленных населенных пунктах, даст возможность получать прекрасные консультации от высококлассных специалистов из столичных городов. Это, я вам скажу, у меня такое сложилось впечатление, когда я прочитал эту программу, что эту программу почувствует на себе практически каждый житель нашей республики и нашей страны. Глава Ингушетии встретился с известной вокалисткой Рагдой Ханиевой. Юнусбек Евкуров поздравил ее с блестящей победой в проекте «Победитель» на Первом канале. Руководитель субъекта пожелал молодой певице удачи, добра и исполнения ее желаний. Вручил ей и ее сестре букеты цветов и памятные подарки. Рагда Ханиева выразила свою признательность главе за оказанное ей внимание и поддержку. Певица поделилась своими планами и пригласила главу республики на свой первый сольный концерт в родной Ингушетии. Сам тоже слушал, нормально все? Нас смотрели все гордились. Всем, конечно, было приятно, и ты у нас любимая певица, ты молодец. У нас таланты, еще раз, вот ты показываешь, что и в творчестве, и в искусстве есть таланты. Надо их просто находить, помогать, продвигать. Сам тоже слушал песни, очень приятно, красиво, и не просто всех удивило, там удивить там уже не получится, и так уже хорошо будет. Но на весь мир, на всю страну показало, что есть такие девочки, есть такие грамотные, хорошие люди. Поэтому Баркун, я рассказал тебе, и родителям, и всем вместе. Все делаем общее дело. Так держать и дальше продолжать. В Магасе обсудили прием и перевод детей из лицея и гимназии столицы в другие образовательные заведения Магаса и близлежащих поселений. В ходе встречи помощник-советник главы Хаваш Багаудин Дарсигов доложил о результатах работы комиссии по вопросам зачисления и перевода детей из гимназии Марем и школы и лицея Магаса. Так, комиссия проводила прием 3 раза в неделю и практически завершила свою работу. Если в лицее было более 1800 детей, то в новом году их будет лишь около 1612. Определены в новую школу на 1500 мест, а 112 стоят на отчислении. Глава региона подчеркнул, что не должны повторяться случаи, когда семья прописана по конкретному адресу и уже несколько лет проживает вблизи школы, и их дети автоматически переводятся в другие, более отдаленные от места жительства общеобразовательные заведения, а также случаи зачисления детей из одной семьи в разные школы. «Газпром» Межрегионгаз Пятигорск прекратил работу в Ингушетии. Поставлять голубое топливо в республику будет петербургская организация. Такие перемены не спасают задолженников от непогашенных долгов. Счета придется оплатить добровольно или принудительно. Об этом говорили на сходе жителей Карабулака. Репортаж Индиры Манкиевой. Больше 190 миллиардов рублей задолженности по всей стране, 82 по СКФО и более 5 миллиардов по республике. Приводя такие цифры, газовики отмечают, требовать что-то от компании и удивляться, когда в итоге остаются без голубого топлива, не отдавая долги, неразумно. Несмотря на это, Ингушетии в этом году выделено 400 миллионов на газификацию. Понимаете, что этот газ не нашей компании. Это практически деньги, которые направляются в бюджет Российской Федерации, из которых платятся пенсии, пособия, строятся детские сада, платят всем бюджетникам зарплату. Вопросов у жителей Карабулака к представителям газовой компании накопилось немало. Один из главных – смена компании поставщика. Теперь снабжать газом республику будет не Пятигорск, а Санкт-Петербург. Нужно ли расплачиваться с прежней компанией? Нужно. В противном случае ситуация может дойти до суда, отмечают газовики. Еще один актуальный вопрос – самовольное подключение и хищение газа. Как говорят местные жители, другого выхода из ситуации у них просто нет. А 23 тысячи за подключение к сетям – сумма для многих неподъемная. Вчера буквально люди приходили вашего района на территориальный абонентский участок по вопросу рассрочки. В кабинете у меня находился как раз главный инженер «Газпром» газораспределения Назрань и генеральный директор господин Селихов. Они подтверждают, что да, до конца года они
эту рассрочку предоставляют. Для этого нужно обратиться в «Газпром» газораспределение в Назрани, лично к главному инженеру, либо через начальника территориального абонентского нашего участка, либо через газового. Они подскажут, куда что нужно обратиться за рассрочкой. Но рассрочку предоставляют в центральном офисе в Назрани. Отсутствие договоров с поставщиком – еще одна проблема. В этом случае газовики имеют полное право отключить непрошенного гостя от своих сетей. Обслуживание на техническое обслуживание внутриквартирного либо внутридомового газового оборудования. В соответствии с действующим, опять же, законодательством, поставщик газа в лице региональной компании имеет право, либо обязан, я скажу, а мы сделаем так, что мы обязаны, мы будем вас ограничивать, отключать от газа, если не будет этих договоров. Беседа растянулась на несколько часов, а главное, что жители получили ответы на самые наболевшие вопросы. В одной квартире 2 человека проживает, допустим, или 1 человек. В другой квартире в таком же квадратном метре проживает 8-10 человек. И вот платят одинаково. То за квадратный метр платите, это тоже одинаково платят. Одинаковым тарифом за потребленный газ. И нужно требовать с людей, чтобы они платили. Если вот такое вот, как вы сейчас говорите, новое вот это положение, я думаю, что у нас в республике все наладится, что у нас будет порядок и будет дисциплинировано все. Отслеживаться будут ремонты, газовое снабжение, все будет у нас на высшем уровне. Согласно анализу комиссии, Карабулак по сравнению с другими населенными пунктами региона на первом месте по сбору платежей за газ. Это, конечно, похвально, но показатели все же нужно улучшать, отметил глава города. На сегодняшний день у нас 71,45% сборов. Это среди всех городов и крупных населенных пунктов один из лучших показателей. Но мы этим недовольны, мы хотим поднять, ставим себе амбициозные задачи, довести платежи до 100%. У нас грядет отопительный сезон, поэтому все жители, у которых есть возможность, где есть техническая возможность подключить газа, мы должны обеспечить газом этих жителей. Подобные встречи региональная газовая служба планирует провести по всей республике. Нестабильную газовую ситуацию в регионе сейчас изучает специальная группа. Работа ведется по всем направлениям – с абонентами, контролерами и по вопросам технического оснащения. Такая масштабная ревизия продолжится до конца ноября. Индира Манкиева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. В комитете по хаджу прошел очередной семинар. Паломникам подробно рассказали о правилах поведения при организованных поездках в иностранные государства. Кроме того, будущие хаджи получили совет от религиозных деятелей о том, как правильно совершать обряды, чтобы их хадж оказался полноценным. До вылета в Саудовскую Аравию паломников еще раз приглашат на общий семинар. Слово Руслану Богачеву. Каждый из них уже знает свою группу руководителей, которые будут сопровождать их в течение всего хаджа. Магомед Сычоев во второй группе. В хадж он едет впервые. Он уже многое знает об обрядах и маршруту, по которому предстоит пройти. Будет трудно, не сомневается Магомед, но такие испытания паломнику только в радость. Подготовку к хаджу для ингушских паломников, по сути, можно считать завершенной. Первый из 4 рейсов в Саудовскую Аравию запланирован на 21 августа. Прием необходимых документов окончен, скоро будут готовы и визы. Поэтому сейчас самое важное – инструктаж, который проводят для паломников. Şemmiçak tercihdi, mala ziyertti, mala dozuldu, fızamet şu hadiye meclidi, mala da seyir oldu, hemen çok şu an halk biançlar bilguligi. Все организационные заботы и особенно подготовка людей к предстоящей поездке в святые места легли на комитет по хаджу Ингушетии. На семинарах паломникам подробно разъяснили, что и как нужно делать. Впрочем, там на месте им также помогут и подскажут. А будущие хаджи в предвкушении поездки не скрывают своей радости.
ощущение, что я ждал, что на волнение, что волнение, циган задал, циган уже дал кабул, маханчин дал кабул, то тоже. Вот махам диктор вот дал, муна. Это чан, мас фигур сагад диктор вот дал, диктор дол массаж дал, ши кабул дол массари, уже. Паломники уже прошли вакцинацию, сейчас для них закупают необходимые медикаменты. Врачи также будут сопровождать каждую группу. В этом году, как и в прошлом, по квоте на республику выделено 1400 мест. Правда, теперь по новым правилам королевства паломники, которые уже совершили хадж в прошлом и позапрошлых годах, должны платить налог в 2000 реалов. Самолет договор заключить, я таган 6 саат авага аэропортер. Полный график убытия паломников Королевства Саудовской Аравии он представит. Поэтому, согласно этому графику, первый рейс в 18 часов 21 числа в аэропорте Даугге за 6 саат дуалыш дина делаемся с аэропорта должен хагул был без шалай рейс 22 числа 7 часов утра я езжу. В Сейре школа рейсе 22 числа и 7:40 утра 23 последний рейс Боинги самолеты же. Число желающих совершить хадж в этом году порядка 1000 человек. Для большинства это первая поездка в святые места. بقدر أخذ أقارب قدات وأصحمل ينشين كأحتش كجاب دي مالدي الحياة حقيقات وقت شيء هنا سمخني تيجي أقول قصي هنا كينا بيت عمل ينوسك جوا ديك حشي ما وسك زعما برش حش شيء صار شال ديك أسوحج بعمو حاج ديك حش يدري الدنيا سيد وسن خاص خيط جود شق. Итоговый подготовительный семинар для паломников пройдет уже в четверг в летнем амфитеатре. Начало в 10:00. Руслан Албогачев, Рахман Цуров. Новости 24. МЧС России готова помочь Китаю ликвидировать последствия разрушительного землетрясения в провинции Сычуань. Стихия ударила вечером 8 августа 7 магнитуд. Но это, как оказалось, было только началом. Дальше авторшоки. Всю ночь, не десятки, сотни. Отголоски ощущались и даже в Сибири. На эту минуту известно о 19 погибших, более 250 человек пострадали. Россиян, как сообщили в нашем посольстве, среди них нет. Из опасных районов эвакуированы десятки тысяч туристов. Пугающие кадры сняли жители провинции. Сотни птиц, предчувствуя беду, взмыли в небо. Буквально через полчаса был зафиксирован мощный толчок магнитудой 7. Десятки тысяч людей провели эту ночь на улицах подальше от здания. Там же пытались оказать первую помощь пострадавшим. Разрушены сотни домов, повреждены тысячи. До сих пор спасатели не могут добраться до отдаленных районов. Какая там обстановка, пока даже сложно предположить. В Назрановском аграрном техникуме ведется прием документов. Абитуриентам предложены различные направления. У желающих поступить в СУЗ есть еще время. Приемная комиссия будет работать до 15 августа. А результаты отбора абитуриентов станут известны чуть позже. Слово нашему корреспонденту. Анарбек Картоев недолго думал о выборе рабочей профессии, ведь ему не нужен диплом, который будет пылиться на полке. Что не скажешь о юристах и экономистах. Взвесив все за и против, Анарбек решил посвятить себя агрономии. Республике нужны квалифицированные специалисты, и именно поэтому я решил выбрать эту специальность. У нас большими шагами идет вперед сельское хозяйство республики. Мои родственники, мои друзья, большинство людей здесь учились, и мне посоветовали они. Абитуриентов, как и Анарбек, желающих поступить в Назрановский аграрный техникум, здесь хоть отбавляет. Ребята по очереди заполняют анкеты и сдают необходимый пакет документов. Отбирать своих потенциальных студентов приемная комиссия начнет чуть позже. Решающую роль здесь играет средний балл в аттестате. В Назрановском аграрном техникуме 6 специальностей. Это право организации социального обеспечения, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, агрономия, землеустройство, ветеринария и зоотехния. На отделение права организации социального обеспечения подано 210 заявлений на 9 на сегодняшнее число августа. На экономике и бухгалтерский учет по отраслям 118 поданных заявлений. На агрономии 82. Это в том, что всего по 25 бюджетных мест поданных. Дальше землеустройство 105 поданных заявлений. Зоотехния 48
и ветеринарии 45. Сформированная учебно-материальная база, твердый контингент преподавателей и даже свои традиции. Но больший акцент в СУЗе делается именно на посещаемость и успеваемость студентов. Учебный процесс в целом у нас достаточно устойчивый, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами составлены учебные планы, составлены на основании этих учебных планов. Каждый преподаватель имеет свои рабочие программы, календарно-тематическое планирование, составляется расписание занятий, как теоретических, так и практических занятий. Реалии сегодняшнего дня таковы, что специалисты среднего звена востребованы во всех сферах. У студентов СУЗа проблем с трудоустройством, как правило, не возникает. Республике нужны дипломированные агрономы, ветеринары и зоотехники. Современная ситуация такова, что человека определяет не сколько уровень его образования, сколько уровень мастерства. А реальные профессиональные навыки куда важнее корочки диплома. Именно поэтому, по мнению абитуриентов, они выбрали аграрный техникум, поскольку он выпускает лучших специалистов среднего звена. Прием документов в СУЗе продлится до 15 августа, а кто в итоге вольется в студенческую жизнь в СУЗе, станет известно уже 22 числа. Зелимхан Калоев, Магомед Урусханов, Новости 24. Совсем скоро национальная телерадиокомпания «Ингушетия» отметит свою 4-ю годовщину. Возраст небольшой, но нашему коллективу есть чем гордиться. Постоянно обновляется контент телеканала. Мы стараемся освещать все самые заметные события, происходящие в регионе. В прямом эфире транслируем масштабные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Чем сегодня живет канал, как создаются новые проекты и кто трудится над контентом телевидения, расскажет наш корреспондент Зарема Ивлоева. Коллектив национального канала молодой, а как иначе, ведь здесь нужно отдавать своей работе все силы, таланты и время. Только работая в таком режиме можно добиться заслуженного признания от телезрителя. Журналисты, операторы, звукорежиссеры и монтажеры – это только вершина айсберга большой команды, которая готовит телевизионный продукт. Доброе утро, друзья! Это утренний эфир. Самые ранние пташки нашего канала – ведущие программы «Утро» – Ислам Цисдоев и Ася Добриева. С них начинается день тех, кто собирается на работу или готовит завтрак. Программа начинает вещать в 5 утра на случай, если у вас бессонница, и заканчивается к 9. К слову, утро не только заряжает энергией, но и информирует. Ведущие готовы рассказывать новости не только республиканского, но и мирового масштаба. На самом деле, когда помимо ваших рабочих каких-то моментов у вас есть какое-то общение или контакт налажен, и вы можете там пошутить, рассказать смешную историю, или вы общаетесь помимо, например, там студии, то это всегда помогает быть в хорошем настроении, улыбчивым и коммуникабельным в студии. Ведь за кадром остается огромное количество шуток. Вот мы читаем новости вполне серьезно, а потом уже собственное мнение звучит по этому Самое вопросу. Смешное бывает, когда серьезные новости, конечно. Да. Да. Особенно, когда кошка и собака выдали своего хозяина. Это очень серьезно. Злостного неплательщика. Да. В культурно-просветительской редакции больше девушек. Мадина Батаева в числе тех, кто трудится на НТРК почти с момента открытия. За это время она успела попробовать себя во многих проектах. Проекты были разные, интересные. В основном это были проекты, посвященные историческим темам. Передача «Вчера и сегодня», в частности, была передача, посвященная литературе. Сейчас я занимаюсь проектом, у меня новый проект, это «В семье единой». Это передача, посвященная людям, которые представители других национальностей, которые проживают у нас в Ингушетии, которые по тем или иным причинам приехали к нам, им понравилось, они решили остаться. Сегодня в Ингушетии активно развивается спорт. Наши ребята завоевывают самые высокие трофеи на мировых аренах. А мы стараемся сделать так, чтобы вы узнали об этих победах первыми. Спортивная редакция ведет обзорные дневники по каждому событию. Примеров для подражания в нашей республике именно в плане дзюдо, ну прям океан. Поэтому, друзья, смотрим тренировку, после вернемся. Заботимся и о здоровом духе. Духовно-нравственная редакция – еще одно важное направление. Основной костяк составляют Рамзан Бабхоев и Джабраил Алмазов. Молодые люди также работают на НТРК со дня основания. И за 4 года успели выдать в эфир дюжину программ, рассказывая об ингушских адатах и религии мира.
بدر ألاقي سيقيت ديات هذه والله ميخسيل خنيقصار ملخسيدوش درديات صار زغلق ما ازدوش خن صار زغلق. Каждый год вместе с паломниками в Саудовскую Аравию отправляется и наша съемочная группа, которая готовит цикл передач новостных сюжетов о том, как совершают хадж наши земляки. Желательно обрядом хаджа является посещение горы Джабаль-ан-Нур. По преданию, пророк Мухаммад здесь получил первое свое откровение от Аллаха. В 2017-м возможность поехать в хадж от НТРК выпала Руслану Албагачиеву и Исе Хазботову. Молодые люди к такой командировке относятся очень серьезно, как в личном, так и в профессиональном плане. Очень мало съемок глазами паломника. Именно то, что мы получим, именно ту дорогу, которую мы совершим. Поэтому, я думаю, будет зрителям интересно, и мы постараемся максимально раскрыть именно все аспекты хаджа и, естественно, совершить свой хадж. Именно вот хадж — это сейчас самое главное для меня командировка, самое ответственное, потому что это не просто я туда поехал, сделал материал, прислал для нашего зрителя, чтобы они посмотрели. Это плюс еще сам подготовился, провел все необходимые ритуалы, которые должны, чтобы не было никаких нарушений. Особое внимание приковано к информационно-аналитическому отделу. Новости 24, Хомыш, итоги недели и новости Северного Кавказа. Информационное поле у нас, выпуск нашей сетки нашего вещания занимает почти около 4,5-5 часов времени. Новости бывают по 30 минут, по 35, по 40 минут, итоговые новости бывают. Темы разнообразнейшие, от самых свежих тем, бантики, все, что можно отснять в республике. Блок новостей выходит 10 раз в сутки. Дневные эфиры ведет Хава Султыгова. А итоги дня подводят Амирхан Дзортов и Лейла Цурова. Кстати, мало кто знает, что ведущие вечерних новостей по совместительству шеф Реды. И прежде чем выйти в прямой эфир в 21:00, каждый из них в свою смену по 12 часов трудится в кузнице новостей. Хава, сюжет про телевидение готов, он поднимается, и он будет в эфире. Национальный телеканал готовится к очередной годовщине официального открытия. Нам исполняется 4 года. Когда ты не владеешь информацией, которую ты озвучиваешь, просто читать подводку и не знать, что содержание материала, это очень сложно, то есть как водитель без руля. А тут я в курсе всего, что мы показываем, я в курсе, что снимал мой корреспондент, что мы выдаем в эфир. В этом плане очень удобно. Не так давно Новости 24 реализовали новый проект «Под наблюдением». Это обратная связь. Здесь мы готовы говорить о проблемах региона. Любой житель республики может прислать на горячую линию видеообращение. А Марина Муталиева попытается разобраться. Мне намного ближе, конечно же, эта рубрика, потому что она связана непосредственно с жизнью людей, с нашими проблемами, то, что касается непосредственно вот здесь и сейчас решается все. И это, как бы, мне кажется, основное. Особая гордость канала – ток-шоу и прямые эфиры. Есть в арсенале и площадка для тех, кто готов говорить о наболевшем на всю республику. Программа «Обсудим» выходит на русском и ингушском языках. Наша команда постоянно растет и развивается, чтобы искушенный разнообразием зритель оставался нам предан. Зарема Ивлоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Во всей России по Республике Ингушетия подвели итоги деятельности за первое полугодие текущего года с анализом результатов выполнения задач в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики за отчетный период выступила в Рио старший инспектор организационно-аналитической группы. Так было отмечено, что за отчетный период количество жалоб и обращений, связанных с нарушением прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, невелико, что в свою очередь является результатом проводимой сотрудниками учреждений аппаратом отдела работы по обеспечению прав человека. С докладами о результатах работы выступили также и руководители других отделов. По результатам слушания, обсуждения доклада и выступлений участников заседания был выработан комплекс решений, направленных на совершенствование работы по указанным направлениям, и определены задачи на второе полугодие. Торжественным моментом в ходе совещания стало вручение почетной грамоты директора ФСИН России, а также благодарственных грамот и очередных специальных званий. Летние каникулы завершаются, впереди школьная пора. В общеобразовательных заведениях региона готовятся к началу учебного года. Например, в школе сельского поселения Сурхахи, которой уже 60 лет, проводится капитальный ремонт помещения. К 1 сентября все должно сиять обновленными красками. Материал нашего корреспондента.
Стены побелены, пол покрашен, парты расставлены по местам. Новые кабинеты точно порадуют отдохнувших старшеклассников. Аза Измайлова уже несколько лет работает в этой школе. Учитель начальных классов признается, за это время альма-матер успела стать для нее вторым домом, который также требует внимания женских рук. Мне работа очень нравится. Сейчас мы закончили косметический ремонт в этом кабинете вместе с усилиями родителей, и учителя помогали нам, вместе красили, белили кабинет и положили учебники для детей сюда. У нас достаточно учебников для учащихся, так что работа у нас идет полным темпом. Этой школе больше 60 лет, но даже самые крепкие стены со временем нуждаются в ремонте. Первый капитальный ремонт здесь сделали всего 3 года назад. К новому учебному году школа засияет новыми красками. За малярные кисточки и тряпки дружно взялись всем педагогическим коллективом. Школа, как вы видите, просторная, но старая школа. И площадей у нас кабинетов всего 16 кабинетов учебных. А детей 640 человек в прошлом году у нас обучающих было. Старую школу даже хотели снести, но учителя и родители дружно ее отстояли. Связзнание образовательное учреждение будет нести еще как минимум несколько лет, уверены здесь. Для нескольких сотен учащихся это большой подарок и возможность дальше грызть гранит науки в родных стенах. Почти все наши кабинеты готовы принять своих учеников. Там произведен тоже косметический ремонт, все стены покрашены, побелены везде. Парты находятся в отличном состоянии, то есть все, что нужно, мы там уже сделали. Дальше осталось несколько вещей, тоже закончить некоторые детали, оформление. Несмотря на жаркую погоду, ремонтные работы не стоят на месте. Чтобы порадовать учеников обновленной школы, здесь не жалеют ни времени, ни сил. Мака Келиматова, Адам Долгиев, Новости 24. Борьба на черно-белом поле продолжается. Участники турнира «Надежда Северного Кавказа» во второй день соревнований еще больше пытались сосредоточиться и не дать сопернику обыграть себя. Ведь до определения победителя остался всего один день, который будет также знаменован товарищеской игрой Эрнеста Инаркиева и вице-чемпиона мира Бориса Гельфанда. Шахматная партия начинается с рукопожатия. Дебют позади, игроки все как один схватились за головы. Исраиль Кадзоев играет в шахматы уже 3 года. Интерес к интеллектуальному виду спорта в нем зародил отец. В 7-м туре Исраиль одолевает соперника, следуя своей особой тактике. Толкать пешку от короля, потом развивать свои кони, потом слона своего чернопольного. Соревнование проходит по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. В турнире свои способности демонстрируют юные стратеги до 13 и юноши и девушки до 19 лет. Уступать своему сопернику явно никто не собирается. Каждый настроен на победу. Шахматы объединяют, и я уверен, что здесь все без исключения игроки, так или иначе, кто-то приехал бороться за чемпионство, кто-то приехал получать необходимый опыт для дальнейшего совершенствования. Поэтому я думаю, что все так или иначе здесь получат знания, опыт и повысят свое мастерство. Гуржи Инаркиев – дядя знаменитого гроссмейстера Эрнеста Инаркиева. Он и сам увлекается шахматами, но сегодня пришел поддержать племянников. Их здесь, кстати, 2. В семье растет еще один будущий гроссмейстер – Орци Инаркиев. Он молодой, ему сколько? 13 лет. Но в Киргизии, как я слышал, он там всех обыграл. В Киргизии, он оттуда приехал. Участников, занявших призовые места, наградят дипломами, кубками, медалями, а главным и заключительным событием фестиваля станет товарищеский матч между чемпионом Европы Эрнестом Инаркиевым и вице-чемпионом мира Борисом Гельфандом, который пройдет 13 августа на Башне Согласия. Индира Манкива, Хава Евлоева, Рамзан Миржоев. Новости 24. Бассейн, настольный теннис, бильярд. В общем, все, что приятно и полезно. В Насыр-Корте строится физкультурно-оздоровительный комплекс, где можно будет позаботиться о своем здоровье и просто отдохнуть. Посетители ФОКа будут приятно удивлены представленными им условиями, отмечают строители. Репортаж Марины Муталиевой. Спортивные объекты в Насыр-Корте растут, можно сказать, как грибы после дождя. Дворец спорта, ледовая арена, футбольные и баскетбольные стадионы, а теперь еще и современный физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 человек. Будет крытый бассейн полностью. В данное время ее делает фирма «Миртом» Пятигорска. Как видите, работа ведется. Они в данное время делают конструкцию. В этом месте мы хотим положить крышу и полностью закрыть стены. Это планируем.
Здание трехэтажное. По обеим сторонам тянутся вверх винтовые лестницы. Рабочие постепенно устанавливают каркас конструкции. В оздоровительном комплексе предусмотрено 2 плавательных бассейна – большой и маленький. Маленький предназначен для обучения малышей и особенных детей. Его глубина, соответственно, небольшая. Самая же низкая точка в бассейне для взрослых достигает почти 2 метров. Вода в обеих чашах будет циркулировать, но перед этим обязательно проходит озоновую очистку. Строить плавательный бассейн в 40-градусную жару – просто ирония судьбы, шутят рабочие. Кстати, вместимость большого бассейна 40 человек. Его длина 25 метров, а ширина 8,5. Новый ФОК без преувеличения проект олимпийского значения. Там можно проводить даже соревнования такие международного класса. Также на 2-м этаже есть буфет. На 3-м этаже у нас есть спортзал, зал тенниса и бильярд. В спортивном зале инструкторы будут проводить занятия по фитнесу. Укрепить свое здоровье можно будет и на тренажерах. Для посетителей ФОКа создадут все условия – душевые, раздевалки на каждом этаже, а на 2-м пищеблок и кабинет медсестры. Также немаловажным является то, что для инвалидов есть полный доступ на все этажи, есть подъемные платформы, а также и по лестничным клеткам также есть подъемные платформы для обеспечения удобства посетителей. Согласно проекту, фасад здания будет окрашен в тона российского триколора, благоустроят и прилегающую территорию. Спортобъект планируют сдать в 2018 году. Марина Муталиева, Адам Далаков, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в 21 час. Всего доброго.